Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Орнитологи Якутии совместно с международной командой ученых завершили учет осенней миграции стерхов на Среднем Алдане. Результаты исследований радуют. О том, как чувствуют себя редкие птицы, занесенные в Красную книгу Якутии и России, и о новых наблюдениях ученых мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это орнитолог, научный сотрудник лаборатории исследований Института биологических проблем криолитозоны Мария Владимирцева. Мария Всеволодовна, здравствуйте. Здравствуйте. Но по результатам изучения, по результатам пересчета была выявлена цифра 2000 стерхов. Это результаты осенней миграции. На чем эта цифра говорит? Около 2000 стерхов – это 50% восточной популяции стерха. То есть достаточно хороший результат. Бывали, конечно, годы, когда нам удавалось учитывать большее количество стерхов. Но дело в том, что это происходило в те годы, когда птицы не были успешны в своем гнездовании. То есть у большинства гнездящихся гнездовых пар, способных к размножению, не было птенцов по причине плохих погодных условий. И таким образом, поскольку у большинства пар не было птенцов, птицы имели возможность позволить себе задержаться подольше и сняться всем вместе. То есть, когда на фоне относительно хорошей погоды началось относительно резкое похолодание, и все птицы снимались и летели вместе, и мы их могли учитывать в больших стаях, которые они формировали. А нынче год был хороший в отношении успешности размножения популяции. Все летели, многие пары летели с птенцами, поэтому те, птицы молодые и еще не размножаются, а просто прилетают на территорию размножения, или те, которые не размножались, они, возможно, улетели пораньше какими-то небольшими стайками. То есть пролет был такой растянутый, поэтому мы не беспокоимся о том, что мы не увидели такие значительные цифры, как в 2017 году. В 2017 году мы учли 4000 стерхов, то есть столько, сколько насчитывается на территории зимовки, когда все птицы собираются все вместе, то есть в Китае, это юго-восток Китая, озеро Паян, заповедник, одноименное озеро Паян, там собирается значительное количество нашей популяции, практически вся наша популяция, и там можно посчитать всех одновременно, и там насчитывает порядка 4000 птиц. Ну вот вы говорите о цифрах 2000, 4000, я думаю, очень многим нашим телезрителям будет интересно, а как именно производится подсчет птиц, это же невозможно. Это возможно сделать, лучше всего это делать на территории зимовки, то есть в Китае, когда все птицы сконцентрированы на одной территории. Дело в том, что если их учитывать у нас, то это между реками Яна и Колыма, это огромная территория, это порядка 82 квадратных километров, и тысяч километров. И, естественно, для того, чтобы охватить такую популяцию между реками Яна и Колыма, субарктические тундры, а кроме того, еще некоторые стерхи, часть популяции, они еще и гнездятся в зоне северной тайги, то есть и они рассредоточены по этой территории. Каждая пара занимает достаточно большой участок гнездовой, индивидуальный, куда она не допускает других стерхов. Если у нее есть гнездо, птенец, им нужна кормовая база, естественно. Им нужна кормовая база. Кроме того, стерх – это вообще такой строго территориальный вид. Он ни в коем случае не позволит того, чтобы приземлился на его личную территорию, на территорию пары, где они выращивают птенца, один какой-нибудь одиночный стерх или какая-нибудь бездетная молодая или немолодая пара,
чтобы приземлилась его же вида. И поэтому это, конечно, очень сложно. И это нужен вертолет, это нужно много часов полета на вертолете. Мы, конечно, хотим это сделать. Мы хотим когда-нибудь взять и охватить вот эту вот всю территорию, посмотреть с вертолета. Ну, там еще есть такие сложности, что, конечно, должны быть очень опытные летчики, которые могут летать, так сказать, на бреющем полете достаточно низко. Медленно, скорее всего. Медленно, а это не каждый летчик согласится на такое, тем более с нашей старой авиационной техникой. Это даже и опасно, может быть, но вообще это было бы, конечно, очень интересно. Ну вот, и поскольку вот такие сложности, дорогие часы авиационные, что на мелкой авиации, на самолете, что на вертолете, обширная территория, ну и так далее. Кроме того, сейчас очень много стало лебедя малого, лебедя-кликуна в тундре, увеличилась их популяция. И есть также, ну, такая вероятность, что можно вот как бы с лебедем не спутать тоже. У стерха, конечно, вот черные концы крыльев сразу же, которые должны бросаться в глаза специалисту, но опять-таки это хорошо заметно, если достаточно низкая высота. Поэтому самые надежные сейчас и учеты проводят наши китайские коллеги на озере Паян. Ну, вот о международном сотрудничестве как раз я и хотела спросить. В последнее время оно набирает обороты, и международные команды занимаются совместным изучением птицы, в том числе стерхов. Как распределяются обязанности и что досталось именно нашим якутским орнитологам? Вообще международное сотрудничество по стерху, оно начало набирать обороты, значит, в конце 80-х годов, когда наш орнитолог Юрий Лабутин встретился с сооснователем Международного фонда охраны журавлей Джорджем Арчибальдом, который вот в этом году, Джордж Арчибальд, ему сейчас 72 года, Юрию Васильевичу 90 лет, соответственно, он сейчас вот к нам вот приезжал, привез свою команду, и мы ездили на Средний Алдан, чтобы наблюдать на пролете восточную популяцию стерха. В общем, с тех пор было положено начало международному сотрудничеству, в котором участвовали многие очень наши орнитологи, ну вот такие как Сергей Слепцов, Николай Гермогенов, Андрей Дегтярев, Виктор Дегтярев. Ну, в общем, значительное количество наших орнитологов участвовало в этом международном сотрудничестве. Ну, потом уже присоединилось более молодое поколение, то есть мы. Сейчас начинают приходить новые люди. Ну, за что отвечаем мы? Мы, естественно, якутские орнитологи отвечают естественно, за организацию экспедиции, которая происходит на территории Якутии. Они, значит, то есть люди, которые приезжают, международные коллеги наши, да, они с самого начала играли большую роль в спонсировании работ. Ну вот, в частности, первые работы, вот еще вот в начале 90-х годов, когда, конечно, мы еще не участвовали, участвовали вот Сергей Слепцов, Николай Гермогенов, Андрей Дегтярев, Юрий Лабутин. Естественно, тогда все, то есть вот это вот спонсирование, значит, этих работ по первым работам по мечению стерха, по кольцеванию и вот установка передатчиков для того, чтобы был прояснен миграционный маршрут стерха, что немаловажно, что критически важно, потому что было выяснено, где стерх, собственно, и подтверждено, где стерх, собственно, зимует и где он останавливается, где он имеет транзитные остановки.
То есть вот эти вот работы финансировались, конечно, нашими международными коллегами, ну не только ими, конечно, с нашей стороны тоже было какое-то частичное финансирование. Вот. И они предоставили передатчики, японские коллеги. Оборудование необходимое для наблюдения. Передатчики спутниковые. Американские коллеги, японские коллеги предоставляли спутниковые передатчики. Вот. Ну и вот таким образом. Но если говорить о последних наблюдениях, то выводы, я так понимаю, более-менее радужные, но есть ли какие-то моменты, которые тревожат, и можно ли говорить о том, что природные техногенные факторы стали влиять на размножение стерхов? Природные техногенные факторы в основном значит, волнуют нас на территории как раз Китая. Ну, потому что это страна, которая, как нам всем известно, семимильными шагами движется, и плотность населения, конечно, по сравнению с нами, ну тут это не о чем говорить, у нас тут на каждого человека имеется свое озеро и там сколько-то квадратных километров, а у них там все занято, значит. Стерхи страдают от этого или можно говорить о том, что приспосабливаются как-то? Они, конечно, стерхи приспосабливаются. Но, тем не менее, есть такая проблема. Они вынуждены преодолевать достаточно большие для них расстояния между традиционными транзитными остановками. Они уже традиционные, потому что они знают, что вот здесь мы можем остановиться, и они, естественно, они собираются в больших концентрациях. Что тоже, я думаю, что если бы все было свободно, и они имели бы возможность выбирать, вот здесь можем остановиться, тут, а они, как птицы высоко агрессивные друг к другу, высоко территориальные, они бы, возможно, не были бы так сконцентрированы, они бы распределялись. И вот мы даже наблюдаем, когда они кормятся на каком-то кормовом озере, они проявляют высокую агрессию по отношению друг к другу, и вот пара с птенцами, они распределяются по периферии. Мария Всеволодовна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Я желаю вам успехов в вашей, безусловно, интересной работе. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях был орнитолог, научный сотрудник лаборатории исследований Института биологических проблем криолитозоны Мария Владимирцева. До встречи в эфире.